В один кайф здесь ездить. Это вообще замечательная дорога. И, кстати, ветра стали попутные, восточные. Ну, естественно, температура похолодала с этим. С запада тепло шло. С востока сейчас холод идет. Ну какой холод? Нормальная температура, по кайфу вообще ездить. Лучше, чем жара. Ого! Какой интересный авиадук железнодорожный. Два моста, один видно старый. Ну не знаю его. Не пленные немцы, наверное, строили, как у нас в Канашском районе. Тут тоже есть железнодорожный мост, не действующий, который строили пленные немцы, но это, по-моему, что-то попозже. Хотя не знаю. Тот из камня. Из камня же, по-моему. В Китае вот такими никому не удивишь, а у нас в России уже смотришь, вау, думаешь. Пудлинговый. Лучше бы назывался пудинговый. Вон сколько пудинга здесь. Пудлинговый щебеночный завод, 1960 год. Но здесь чисто такая деревушка рабочая. Самосвальчики тут ездят нормально, классно. Чисто рабочий это деревушка такая, да? В лесах такая далеких. Ого, карьер здесь нехилый. Здоровый такой, с 60-го года-то. Сейчас только что вот увидели ласку, такую длинную вытянутую, пробежала через дорогу. Но здесь места такие диковатые, можно кого-то и покрупнее встретить. Интересно посмотреть. Здесь уже тайга такая уральская.
Ну все, Настя, мы на границе Да? Пермского края и Свердловской области. Прямо вот здесь. Какой из этих деревьев является? Так что мы официально сейчас, ну не официально, уже, да, ну как географически, в Приволжском федеральном округе. Ну, географически мы не в Поволжье еще. Вот к Каме подъедем ближе. Мы сейчас едем к реке Кама. Тут-то Урал все еще. Вот за Камой уже будет Поволжье, можно сказать. Сейчас мы в Приволжском федеральном округе и почти дома. Дома. Уральский округ остался позади федеральный. Сейчас будет поселок Ненастье. Вот и деревня Ненастье. Здесь вон начинается асфальт. В общем, я не знаю, надолго ли он. Но проехали мы по грейдеру 32 километра, в общем. Ненастье. Все. Ненастье закончилось. И слава богу. Ветер попутный, хороший, просто несет. Слава богу. Ну, ненастье же закончилось, ветер попутный. По асфальтику сейчас быстро поедем. Ну, сейчас будет Октябрьский впереди. Поселок Октябрьский. Ух ты, большой поселок такой, уже движухи здесь автомобильные. Здоровые здесь поселки, рабочие поселочки. И, кстати, похолодало нормально вообще так. Ветер сейчас боковой, потому что дорога повернула, но сейчас снова повернем налево, будет попутный. Прям вообще продувает нормально. Вот прямо идет дорога на Пермь, на Кунгур, а нам налево на Чернушку, а с Чернушки нам уже на Чайковский, на Воткинск, Воткинское водохранилище, через Каму и в Ижевск. Ох, воды надо набрать, как раз кафешка. Короче, все-таки решили супчика поесть заехать. Тут 50 рублей супчик стоит. Поедим горяченького. Нас тут друг встречает. Дружище, привет, привет, малыш. Привет.
Меня дома тоже рыжик ждет. Скоро дождется, засранец. Ой, ой, че ты, играть хочешь? Гулять хочешь? Че? А? Че ты? А? Красавец. Пошли. Пошли. Что там? Выйти можешь? Все, поели супчика горяченького. Ну, сейчас немного проедем, может, километров 10-15, потому что вообще сил уже нет настроения. Поехали. Кафешка хорошая здесь, по-домашнему все. Главное, котейка встречает. Ну все, с ветерком поехали. Не отставай! Ого, вот это спуск сейчас будет. Со времен гор таких не видел, как с перевала. Смотри, Смотри, какой, Настя, это. Какой вид просто замечательный. Обалдеть. Веселые дороги. Свернули в поле, сейчас уже все темнеть начинает. С каждым разом все раньше, с каждым днем все раньше и раньше. Надо ночевать уже. Какие просторы, как здорово все-таки в нашей России. Нигде людей нет, стоит одна деревня и все. Это вам не Китай, не Юго-Восточная Азия, где повсюду люди. Здесь отдыхай не хочу. Свобода для души. Все, поставили палатки, уже отдыхаем, лежим. Оба! Хорошо, сейчас чаек сделаем. Возле костра посидим. Чай с лимончиком у нас, да, сегодня? Эти цветочки у нас когда кончатся, китайские? Последние были? Ну все, доброе утро. Встали. Все, уже куртку одел. Пришло время. Я из самой Монголии не одевал. Давненько уже. Хотя вроде и недавно. Чё, за это лето я немного проехал. Всего сколько получается? Грубо говоря, с Барнаула. Ой, с Алтая, да? 3500 всего проехал за это лето. Это мало. Поехали.
Вот и пермские нефтекачалки. Дороги веселые здесь. Капец здесь дорога. Повсюду стоят нефтяные качалки, а дорогу построить не могут. Вот какой простор. О, впереди Чернушка уже виднеется. Большое село, но вроде не город. Все, в общем, мы в Чернушке уже. Сейчас его насквозь проедем. Сейчас привал у нас. Сосиски с хлебом, деликатес. Проехали сейчас 70 километров почти. Первый раз это. Да, сегодня не ели вообще. И кушать охота. Сейчас поедим, поедем. Соточку надо проехать сегодня. Еще часа полтора у нас есть. 2. Трафик-то возрос после Чернушки на Хуеду. Чтобы побольше машин стало. Вот Куйдинский район. Тягунов много, хорошие тягуны. Нормально, мне нравится. Смотрят. 2 года назад ты из дома уехал. Да. Вот так вот. Да. Не, она с Барнаула со мной. С Алтайского края. А сама откуда? С Байкала. Что ты домой уехал? Бурят. Да, все домой везу. Вот сейчас. Давно уже? Ну еще тогда, когда в Новосибирске был, когда туда ехал еще. Когда ты выехал из Барнаула? В июле где-то, в июле. В июле, в июне. Уже месяц едешь? Не, в июне выехал. О, 2 месяца где-то. Да что, 2 месяца едешь? Да, И она с тобой 2 месяца? да. Давай, можешь представить. Вот. Меня зовут Олег, я с Челябинска, смотрел за путешествием его. Да, приятно вот так увидеть людей. Едешь себе, вах, кто-то останавливается. С Челябинска, ребята, вот. Ну давайте тогда, я сфоткаю вас и это. Давай. И Посолфанемся. поедем, наверное, дальше. Я думала, это кто-то с Хуеды думал. Да. Вот так вот.
Сейчас Знают поедем. тебя люди и знают, что с тобой было. Почему меня? Тебя тоже? Ну да. Ты теперь часть путешествия моего. Часть жизни моей. Какого путешествия? Путешествие это жизнь. Ну все, нам чуть-чуть еще проехать, такую еды, продуктов купить и ночлег. А вот уже Куйда видна. Тут знак заехать туда, каких-нибудь сосисок взять. Для гречечки. Тут с гречкой нечего есть. Раньше, когда были времена, когда соль была с гречкой, это уже было хорошо. Ну вот, хоть Ижевск начал появляться на указателях. Наконец-то указатель на Ижевск. Все, сейчас будем на ночь вставать. Уже соточку проехали. Как раз в темень. Поздно выезжаем просто. Все, костер развели, палаточку поставили. Сейчас чайка сделаем, гречки сварим и спать.